Массовая гибель птиц, которых называют чомга или нырок, определила экологическую повестку этой весны. В Абхазию водоплавающие птицы прилетают на зимовку. Как говорят орнитологи, в нашей стране один из крупнейших миграционных путей чомги на континенте. Неравнодушные граждане остро переживали гибель нырков, а экологи могли только догадываться, какая болезнь губит их. Лабораторий, в которых можно было бы сделать нужный анализ, в республике нет. Ясность внесли результаты из Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории Краснодарского края, куда были отправлены пробы материалов. Лабораторные исследования выявили паразитарные инфекции и наличие вируса птичьего гриппа. Если в первом случае людям опасаться нечего, то во втором нужно принимать профилактические меры. Нашумевшая история с болезнями чомг, с огромным падежом, который замечает население. Благодаря социальным сетям мы можем этой информацией очень быстро делиться. Многие люди отмечают аналогичные процессы, которые происходят не только в Абхазии, но и в Краснодарском крае. И это вызывает, конечно, определенные опасения и у населения. Я тоже, как пользователь социальных сетей, сталкиваюсь с разной противоречивой порой информацией о наличии тех или иных болезней у птиц. И, конечно же, нужно быть очень осторожным в публикации таких информационных новостей о наличии или отсутствии болезней, потому что если мы говорим о обнаружении каких-то болезней, необходимо тут же давать и рекомендации населению, потому что это могут быть достаточно опасны и для человека, в том числе и домашних животных болезней, и население должно быть оповещено о мерах безопасности и реагирования на подобные инциденты. Зачастую, конечно же, не вся информация, которая попадается в социальных сетях, является достоверной, но тем не менее она отражает уровень обеспокоенности нашего общества, в частности, такими экологическими проблемами. В городской черте, конечно же, мы чаще будем видеть и можем обнаруживать каких-то погибших животных, птиц и так далее, потому что здесь нет естественной, скажем так, санитарии, которая наблюдается в дикой среде, где другие животные могут подъедать погибшие тушки. Сейчас заканчивается зимний период, и, конечно же, при массовых скоплениях каких-то животных, птиц, большая часть самых больных, скажем так, из них будет погибать, и мы будем видеть эту картину. Это нормальный, обычный процесс. Но, конечно же, необходимо каждый раз проверять подобные случаи, когда обнаруживаются массовые гибели какого-то определенного вида, вот как в данном случае с чомгами. А чомги не обладают такой способностью образовывать какие-то большие скопления, как чайки, например. И, конечно же, этот вопрос требует дополнительного и более детального изучения о причинах массовости гибели. Является ли это действительно массовым явлением, или это лишь наше наблюдение, исходя из того, что сама численность этой птицы в данный конкретный момент времени очень высокая. Уже есть достоверные данные о том, да, есть ряд заболеваний выявленных. Первое, это сразу же ответ пришел в течение нескольких дней, буквально там паразитарные заболевания. Но это не страшные для человека, и, для птиц, конечно же, и наносит вред. Это эймериозы, кокцидиозы такие, есть заболевания, такая группа паразитарных болезней. Но это не самое главное. Есть еще инфекционные, грипп птиц, да, это есть выявлено, к сожалению, да. Но это теперь уже стало известно всем. Надо работать, мы работаем в этом направлении. Надо, значит, во-первых, нужно информировать граждан, как положено, чтобы относились, значит, к случаям заболеваний птиц. У нас ежегодно встречаются заболевания, инфекционные заболевания птиц, и там, естественно, различные, по различным причинам, по различным заболеваниям падеж птиц наблюдается ежегодно у нас. Но это во всех странах это так, потому что вы понимаете хорошо, что эти заболевания очень легко передаются от птицы к птице, от диких птиц домашним птицам. В общем, это такая специфика передачи возбудителей инфекции, поэтому очень легко проникают и очень легко распространяются, это надо понимать. Просто необходимо соблюдать ряд важнейших мер. Об этом мы говорим всегда.
Значит, если случается заболевание, значит, больную птицу нужно изолировать и показать специалисту, ветеринарным работникам. На сегодняшний день птицы уже собрались, продолжили свой путь дальше. Здесь остались чомги, которые, может быть, и на лето останутся, может быть, и они соберутся, улетят. Но благо то, что эта птица быстро восстанавливается. Если не удалось за один раз свой выводок сохранить, они начинают заниматься вторым выводком. И так пока не будут птенцов. Они постоянно мигрируют, но они к нам прилетают сюда на зимовку. Здесь хорошая кормовая база, хорошие климатические условия. Море теплое, у нас море не замерзает никогда. Азовское море замерзает. Были случаи, когда до метровый слой льда покрывал Азовское море, а там их основная кормовая база. Вот вы наблюдали в предыдущие годы вот такую картину, которая вот случилась в этом году? Такой массовый падеж чомги мы не наблюдали никогда. Года 3 назад были такие, но вот такого массового падежа не было. Есть заболевания, которые действительно называются они зооантропонозы, то есть которые и животных поражают, и человека. Птичий грипп – это достаточно недавняя мутация. Может человек заразиться им от птиц, но от человека к человеку передачи нет пока, если не произойдет следующей мутации, поскольку вирусы, они очень любят мутировать, и, как мы видим на примере ковида, делают это быстро, с удовольствием. Поэтому, что касается именно чомги, это перелетная водоплавающая птица. Вот ее было много, а вот сейчас ее уже практически нет, потому что выжившие улетели к местам постоянного гнездования. То есть так, чтобы она постоянно у нас здесь на море находилась, ну нет. Там, конечно, кто-то останется, но такими количествами, как она при перелете, это делает нет. Поэтому заразиться от чомги могли только те, кто непосредственно с нею контактировал, вот волонтеры, которые там пытались лечить, подбирать и так далее. Вот они были в зоне риска. Но с учетом того, что никто из них не поступил в инфекционную больницу, на этот раз пронесло. Распространению птичьего гриппа могут способствовать чайки, которые контактируют с голубями, а те, в свою очередь, с домашней птицей. К счастью, пока известны лишь единичные случаи гибели чаек. Специалисты предупреждают, трогать мертвых диких птиц нельзя, чтобы не подвергать опасности свое здоровье. В случае заболевания домашней птицы нужно обратиться к ветеринарам для уточнения диагноза. На чайках мы таких следов, как на чомг, не видели, чтобы у них были какие-то следы вот какого-то заболевания. На чомге это ясно было видно, у него пищеварительная система, выделялась жидкость такого зеленовато-темного, зеленоватого цвета. На чайках этого не было. Но чайки, те, которые погибали, вели себя так же. Вот такое же у них состояние было. Чомга – это водоплавающая птица, она практически живет на воде, и там питается, и совершает полеты, может быть, до озер и обратно как-то что-то. Но есть ведь птицы-переносчики, другие птицы. Это чайки, это голуби, это другие, множество других диких птиц, которые то ли они живут здесь постоянно, есть которые мигрируют, это не важно. Главное, что они являются разносчиками. Самое главное, что если это встречается на берегу, там ведь и люди ходят, и своей обувью могут распространять инфекцию. Это тоже надо понимать. И поэтому надо соблюдать такого порядка санитарно-гигиенического, да, себя надо сохранять. Не держать, не брать в руки больную птицу голыми руками. Так, не стараться там особо так приближенно не дышать так, с птицей, да, потому что и аэрогенно тоже может, значит, человек заболеть. Это я имею в виду здесь
болезни, которые передаются человеку от птицы тоже, то есть это общего характера болезни. Грипп птиц это является особенно высокопатогенный штамм, да, это может передаться человеку. Но это не значит, что повально здесь какая-то эпидемия будет. Нет, конечно, пусть не особо так люди не боятся, потому что так от человека к человеку, во-первых, на практике не заражается, да, не переходит. Теоретически это возможно, но на практике такого не бывает. Вот, поэтому особо бояться не нужно, но надо соблюдать ряд важнейших мер такого санитарного характера. Большинство болезней, они схожи по клинике, поэтому здесь определить, что это то или иное заболевание по больной птице, очень сложно. С чего нужно начать, я уже говорил, да, изолировать птицу больную и потом показать это ветеринарному специалисту. Врачу, фельдшеру, там в районах они есть, необходимо показать. В данной ситуации, как с чем мы сегодня сталкиваемся, с чем мы дело имеем, сегодня это крайне необходимо. Показать ветеринарному специалисту, пусть об этом знают граждане, потому что птицеводство у нас очень широко и хорошо развито, к счастью, но многие, значит, несут потери, и кроме того, как я уже говорил, значит, и для людей тоже это небезопасно, поэтому, значит, надо иметь здесь в виду, что здесь нужно предъявлять птицу больную ветеринарным специалистам. Да, я понимаю, есть определенное расстояние до города, до районного центра, там, где находится ветеринарная служба, но это очень важный момент. Больше интерес вот в отрицательном плане представляет то, что вирус был выделен и от чаек. А вот чайка, это наш постоянный житель, она питается в том числе там, где есть бытовые пищевые отходы, то есть вот контейнеры с мусором, свалки. И в этих местах она может контактировать с голубями. И вот если вирус распространится на голубей, вот здесь уже возникнет опасность передачи вируса от голубей к домашней сельскохозяйственной птице, поскольку голубь такая пронырливая птица, которая бывает везде. Чайки далеко от побережья не отлетают. И я ни разу не видела, чтобы они у кого-то на подворье кушали вместе с курочками. Не знаю, не попадалось. А вот голуби в этом замечены неоднократно. Поэтому передача, если и будет возможна, то через голубей. И вот в тех случаях, когда у людей, вот, сейчас достаточно много людей в деревнях содержат микрофермы, да, куриные, и вот если там заболеет большое количество птицы, то да, хозяин подвергается риску, поскольку он контактирует, заходит в птичник, дышит. Это грипп, только чуть более тяжелый, чем обычный грипп, которым мы с вами уже в этом году переболели, те, кто не привился. Грипп с тяжелым течением, как правило, люди обращаются в больницу, ну, в частности, и в инфекционную больницу, там, или по месту жительства ЦРБ. У нас есть сейчас возможность исследовать и на грипп, и если мы обнаружим, что это грипп типа А, мы можем поставить на H5N1, то есть на птичий грипп, и даже поставить на типы H7 и H9. Вот. Поэтому диагностировать мы диагностируем, если, не дай бог, заболеет хотя бы один человек. Эти вопросы я не изучал, не занимался там какими-то опытами, но, на мой взгляд, это связано с иммунной системой. Вот то, что чайки реже болеют. Реже болеют люди одни тоже гриппом, так ведь, да, а другие чаще болеют. Это факты вы тоже знаете, как и я. Есть такие люди, которые гриппом практически не болеют, а другой там коронавирус уже 5 раз перенес, так ведь, да? Ну вот, я думаю, вот здесь аналогия в этом плане уместна. Но мы можем какой-то оптимизм выразить? Но вот такого падежа чаек не отмечено, по крайней мере. Чайки, да, единичные случаи падежа, вот чомги, нырки, как в народе называют, к сожалению, да, их большое количество пало, но сейчас в последнее время еще есть оптимизм в том плане, что уже редко находят павших птиц, чомги. Мы держим на контроле берег моря во всех районах и докладывают мне ежедневно, что сейчас редко отмечается. То есть надежда, что мы проскочили вот это? Есть надежда на то, что с наступлением тепла, яркого солнца, горячего солнца, и эта болезнь отступит.
Специалисты предупреждают, нельзя разделывать больную птицу, а тем более использовать ее мясо в пищу, даже после термической обработки. Главный ветеринарный врач республики пояснил, подтвержденных случаев заболевания домашней птицы опасным вирусом на территории республики на данный момент нет. По инструкции вообще запрещается больную птицу забивать и использовать. Запрещается категорически, потому что неизвестно, что за болезнь, это не стоит делать ни при каких обстоятельствах. Если это травматического какого-то происхождения, да, это другой случай. А если по болезни птица пала, то ее нельзя вообще разделывать. Вообще нельзя, категорически. И труп выбрасывать тоже, ну, что греха таить, это есть у многих людей привычка выкинуть там за забор и все. Это делать нельзя категорически. Опять же, в целях безопасности разведения птиц и безопасности за здоровье самих граждан. Вы можете проговорить, пока в случае заболевания домашней птицы вы фиксировали на территории Абхазии? Мы ведем в этом плане работу, мы обязали своих региональных сотрудников повсюду, во всех районах, чтобы они занимались мониторингом этих вопросов. Они держат на контроле, пока, значит, таких фактов, что именно от этого может быть, мы пока не установили, но однако здесь исключать ничего нельзя, поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы нам в своей лаборатории достичь возможности диагностировать многие инфекционные заболевания, вирусные прежде всего, и самое главное, что вот эта категория именно, чтобы грипп птиц мы могли здесь диагностировать. Мы ведем эту работу и обязательно этого достигнем. Городские пляжи были усыпаны тушками птиц, представляя печальное зрелище для всех, кто выходил к морю прогуляться и подышать свежим воздухом. Погибших птиц нужно было убирать и сжигать как можно скорее, потому как тушки не только разлагались прямо на берегу, но и становились пищей для других здоровых животных. Эти тушки представляют угрозу разноса инфекций. Да, конечно же. Эти тушки нужно утилизировать. Не просто так взять, там, собрать в мусорный бачок, ни в коем случае. Их нужно утилизировать путем сжигания. Мы связывались со спецавтохозяйствами по уборкам городов, и они убирали, и владельцы пляжей убирали периодически. То есть, как только небольшой шторм, не все же гибнут на земле, кто-то гибнет в море. Их, как и прочий мусор. Ну, в данном случае, хоть так и нельзя говорить, да, как бы о бывших живых существах, но для моря это вот мусор, да. Все это выносится на берег, и да, это периодически проходят и убирают уборщики. Ходить возле них никакой опасности не представляет. Она не подпрыгнет и вас не укусит. Вирус передается воздушно-капельным путем при дыхании. Ага. То есть мертвые тушки, они не представляют? Но если их не брать в руки, не рассматривать, потом эти руки не облизывать, то, конечно же, нет. А так тушки подбирают и закапывают. А оттуда вирус уже не опасен. Единственное, что люди, которые это делают, должны быть в перчатках. На всякий случай, потому что это все-таки не живые. И кроме вируса гриппа там может уже развиваться микрофлора, которая развивается на неживом. Вслед за чомгой на берег выкинуло несколько мертвых дельфинов. Но экологи не стали связывать массовую гибель водоплавающей птицы с погибшими дельфинами. Как говорит Мурман Соломка, судя по травмам, морские млекопитающие попали предположительно в камбальные сети браконьеров. После того, как нам сообщили, что дельфинов выкинуло, причем дельфин в Красную книгу, белобочки были, с экологической прокуратурой, мы у МЧС попросили катер, нам предоставили катер, мы его заправили, выехали на поиски браконьерских сетей. Мы дошли до мыса Скурча, Скурчинский залив, обошли все это место, но начался шторм, а эти маломерные суда такого, качку такую не выдерживают. Обследовали, все равно вернулись. Такие рейдовые мероприятия мы будем делать уже с помощью МЧС, наших катеров. Возможно, будем какие-то сенера арендовать и будем проходить от Псоу до Ингура.
поскольку вот эти именно браконьерские сети наносят такой вред дельфинам. Мы не знаем, где они стоят. Мы не имеем информации о них, допустим. Они к нам не пришли, не оформились. А те, кто оформился, они уже знают. И когда время ловить, допустим, камбалу, когда время другую рыбу ловить. А этим все равно. Они в любое То есть они время. работают без лицензии? Да, они без лицензии, без права на промысел. Это, конечно, это наши местные. Конечно, наши местные. Массовый мор диких птиц породил в народе множество версий. Самые популярные из них – гибель нырков связана с интенсивной работой заводов, производящих рыбную муку. С гибелью 3 турецких рыбаков на Сейнере, которые предположительно отравились аммиаком. Ну и еще одна версия связана с большим количеством рыболовецких судов, активно добывающих хамсу на берегах Абхазии, и загрязнением морской воды. Это не имеет никакой основы, абсолютно, поскольку как только первая информация пришла о том, что погибает птица, и нами было проверено состояние воды на химический ее состав, гидрохимия моря. Она абсолютно не отклонилась, будем говорить, ни в худшую, ни в лучшую сторону. Она находится в нормальном состоянии. Я специально принес под последнее наше. Сегодня у нас тоже идет отбор воды в 3 точках Сухума. Через неделю тоже будут. Мы это все собираем, складываем. И это проходит независимо от того, погибла птица какая-то или не погибла. Это ежегодно с определенным порядке, в определенном порядке, с определенной методикой, применением методики производится отбор воды и смотрим состояние воды. Здесь есть заключение, я его просто прочитаю. Гидрохимические показатели морской воды, отобранной на левом берегу реки Кодор. Я потом поясню, прокомментирую, почему на левом берегу Кодор. Морская акватория, характеризующая ее загрязнение, соответствует нормативным качествам воды водных объектов и рыбохозяйственного значения. То есть в рыбохозяйственном значении более жесткий подход состояния воды, чем просто какой-то воды. Там не должны превышать нормы присутствия каких-либо иных, допустим, тяжелых металлов, там, фосфора или каких-то других, там, водорода больше или меньше. Вот. Проверяли мы вот этот левый берег Кодора, на устье Кодора, из-за того, что там на берег выбросило тушки дельфинов. Я могу прокомментировать с точки зрения каких-то существующих, известных экологических проблем Черного моря, с которыми мы живем достаточно давно и сталкиваемся давно. В первую очередь, конечно же, это проблема загрязнения воды, которая связана с деятельностью человека, с не очень эффективной работой каких-то, может быть, очистных сооружений. То есть очень много сточных вод в прибрежной части, очень много заведений, общепита, которые со своими канализационными стоками также находятся в непосредственной близости к морской воде, чаще всего без каких-то дополнительных систем очистки. Ну, в конечном счете это все сопряжено с теми местами, где как раз-таки концентрируется турист, то есть это организованные пляжи, и, конечно, качество воды в этих местах, оно будет отличаться от каких-то более диких мест, там, где, например, идет активное расплеснение речной водой, то есть это будут более чистые пляжи однозначно. Кроме того, существует и промышленное загрязнение, может быть, не в Абхазии, но мы не можем себя ограничить отдельно от всего Черноморского бассейна, и мы вынуждены сталкиваться с проблемами и трансграничного переноса и отходов, и загрязнений. Наибольшую опасность, конечно же, представляют собой стоки с сельхозугодий, где применяются ядохимикаты, удобрения. Конечно же, все эти вещества могут негативно сказаться как на флоре, на фауне обитателей моря, так и на здоровье человека. Что нужно в этом случае делать, и что, я надеюсь, делается, это, конечно же, контроль качества морских вод.
проводить отбор, особенно с повышением температуры, когда с этим сопрягается еще и увеличение какой-то бактериальной нагрузки, да, идет активное размножение различных бактерий, опасных для человека, животных. Конечно, вот эту работу надо продолжать. И в случае обнаружения каких-то опасных, да, процессов, увеличения концентрации этих болезнетворных бактерий, информировать население о недопущении купания или ограничения этих мероприятий. Экологическая ситуация на море удовлетворительная, продолжила тему чистоты моря Алла Беляева. При этом главный санитарный врач республики также ссылается на результаты лабораторных исследований морской воды, проведенные СЭС. Вопреки распространенному мнению, вспышка кишечной инфекции в период летних отпусков происходит не из-за морской воды, а потому что плохо соблюдаются элементарные правила личной гигиены. В прошлом году мы впервые запустили тестирование ПЦР-методом на 3 бактерии и 4 вируса. У нас, и у меня, кстати, тоже было действительно мнение, что виновата морская вода вот в этих всех наших летних проблемах. Так вот, заболеваемость людей на той же совершенно тест-системе в первую очередь была ротавирусом, во вторую очередь была норовирусом. Это оба вируса, которые вызывают кишечную инфекцию, скажем так. При исследовании морской воды мы только к концу августа, началу сентября в 2 точках выявили небольшие количества астровируса, который в структуре кишечной заболеваемости занимал последнее место. Ни разу мы из морской воды не выделили ни ротавирус, ни норовирус. Отсюда я могу сказать, что не морская вода виновата, а виновато нарушение правил личной гигиены. Немытые ручки в основном. Ни для кого не секрет, что у нас, к сожалению, пляжи не оборудованы туалетами. Это очень плохо. И мы постоянно, санитарная служба пишет письма соответствующего характера, службы. Будем добиваться и будем надеяться, что все-таки это будет. Но и даже если туалеты будут, то мамы маленьких детей, вряд ли поведут туда своего ребеночка, да? Что они сделают? В лучшем случае они отведут куда-то чуть подальше. Ротавирус часто привозят. Его вообще раньше называли болезнью путешественников, да, или диарея путешественников. Давайте представим, едет семья откуда-нибудь так, издалека. Ребенок в вагоне. Он же своими ручками уцепится за все поручни, за все полки, да? Мама даже не успеет дернуться, когда эти ручки пойдут в рот. В итоге многие семьи приезжают с детьми, уже находящимися в инкубационном периоде. И первое, что делают люди, это идут на море. Это естественно. Вот они приехали на море. Нормально, правильно. Но у ребенка вот прям там же на берегу развивается рвота и понос. Мама успеет куда-нибудь с ним отбежать? Да нет, конечно. Потом все это попадает вот здесь вот. Камни, песочек, вот здесь. То есть вот в этой зоне. Надо понимать, что камни на берегу, они грязные, они не могут быть чистыми. По ним походят люди. Тут произойдет вот то, что я описала. Добавятся животные. И очень внимательно нужно следить за детьми, которые находятся на пляже. Особенно, когда ты хочешь покормить ребеночка. Возьмите вы бутылочку с чистой водой, ополосните ручки. Салфеточек сейчас влажных сколько угодно. То, что вы сказали, что море это вот на последнем месте, море развеяли, знаете, вот для меня. А вот да, это было устоявшийся такой миф. Устоявшийся. Всегда виновато море. Цель, наоборот, выявить, какие точки наиболее, опасны, да? Но получилось так, что для нас это тоже было неожиданностью. Для нас это тоже было большой неожиданностью. В этом году я надеюсь, что мы сможем
распространить это исследование на все побережье. Это связано с проблемами с транспортом у районных СЭС. То есть воду надо собрать по побережью и доставить в лаборатории. У нас лаборатории есть в Гагре, у нас лаборатория есть в Очамчирах. Кроме вирусов вот этих 4, эта же тест-система берет еще дизентерию, шигеллу, сальмонеллу и кампилобактер. Так вот, ни разу за все лето ни одной бактерии в морской воде мы не находили. Это опять касается Сухумского отрезка. Да, Сухумского отрезка. Но, простите, очистные сооружения, они-то работают, но дело в том, что люди-то болели в Сухуме. По данным инфекционной больницы, мы же сравнивали структуру заболеваемости с тем, что вот анализы нам присылает инфекционная больница, да? Мы их делаем, смотрим. И параллельно мы тем же способом делаем воду и смотрим, сверяем. И получилась вот такая картина, что преимущественно был ротавирус, на 2-м месте норовирус, потом аденовирус и астровирус был последним. То есть буквально там десятки случаев против сотен ротавируса. Мне звонят люди, которые купаются зимой. Согласно вот этим исследованиям, я им это зачитал и рассказал, что вода в море абсолютно нормальная, вы можете принимать холодные ванны, но к птицам, пожалуйста, не приближайтесь. Установленные государством правила вылова рыбы должен контролировать Госкомитет по экологии и охране природы Абхазии. По информации Госкомитета, в период последней путины было выловлено до 46 тысяч тонн хамсы. Экологи не против развития рыбной отрасли, приносящей доход государству. Но всякая деятельность должна жестко регулироваться, контролироваться и не наносить вред экологии, считают они. Проблема рыбных ресурсов, она очень актуальна для нашей страны. Рыбодобывающая отрасль является достаточно серьезной, можно сказать, отчасти бюджетообразующей отраслью. И весь мир цивилизованный стремится к устойчивому развитию. Что это в моем понимании? И вообще, в принципе, это комбинированный подход, когда мы соблюдаем экономический интерес, интерес каких-то уязвимых социальных групп и, самое важное, экологический баланс. Потому что какая-то бесконтрольная добыча какого-то ресурса в конечном счете окажет крайне негативное последствие на все остальные группы организмов, которые связаны с Черным морем. Птицы не исключение, дельфины не исключение. Вот мы периодически сталкиваемся с информацией о гибели и дельфинов. При каких-то обследованиях выясняется, что на них обнаруживаются следы, которые вызваны повреждениями, которые они получили во время нахождения в сетях рыболовецких. То есть такая конкурентная борьба человека и дельфинов чаще всего заканчивается гибелью дельфина именно. Он является более уязвимой группой. Как ответить на этот вопрос? Что делать в этом случае? Очень сложно. У нас есть контролирующие органы, которые обязаны проверять все организации людей, которые занимаются рыбным промыслом. У нас есть принятые пару лет назад новые правила рыболовства, которые жестко ограничивают места рыбалки, орудия, с помощью которых можно добывать рыбные ресурсы, время, когда можно добывать рыбные ресурсы, там биологические параметры каждого вида рыбы, какого она должна быть минимального размера, возраста и так далее. То есть очень жесткие правила у нас приняты, но вопрос всегда остается за эффективным исполнением этих правил. И, конечно же, это нагрузка государства. Государство должно создавать все необходимые инструменты контроля и исполнения тех законов, которые мы принимаем. Биологический ресурс не бесконечен. Это рыба. В прошлом году, если вы за этим, можете, не следили, но хочу вам сказать, в прошлом году вообще не было путины, потому что рыба не пришла. Климатические условия были хорошие, шикарные, она не пришла, заводы простаивают. В этом году рыба пришла, они все поймали, все, значит, переработали. Еще хочу одну такую вещь подчеркнуть, если это
рыба была бы отравлена, допустим, да, или море было отравлено, они бы свою продукцию не смогли бы продать. Это уходит продукция за пределы нашей республики, и она жестко проверяется. Туда даже просто ген какого-нибудь животного извне попадет, она уже списана, она не будет реализована. Поэтому утверждать, что море наше было отравлено, и рыбу можно есть спокойно, с рыбой ничего не произошло. Мне звонили, те, кто меня знает, мои близкие, вот мы сегодня рыбу едим, мы не отравимся? Нет, вы не отравитесь, я могу приехать к вам сейчас, и вместе мы можем эту рыбу попробовать. С рыбой рыба абсолютно чистая, никаких проблем с рыбой нету. Более того, они кроме рыбной муки, они еще же и рыбий жир, который вообще жестко проверяется. Он попадает в аптеки по всему миру. В нынешнюю путину разрешение на вылов хамсы получили около 24 рыболовецких судов и около 26 судов-транспортников. Во время рейдов экологи проверяют промысловый журнал, где зафиксирован улов, орудие лова и как выдерживается охранная зона. Закон запрещает промышленный лов на расстоянии ближе 500 метров от берега. Но корабли этот запрет все время нарушают. Штрафные санкции применяются, но их необходимо пересматривать в сторону увеличения, убеждены экологи. Насколько мне известно, в Абхазии до добычи рыбных ресурсов занимаются исключительно наши местные абхазские предприятия, которые могут арендовать какой-то любой флот, российский, турецкий. Это не так важно на самом деле. И есть опять-таки в этих правилах по рыболовству ограничения на подход к берегу, на время проведения этой путины, на размер ячеек, используемого оборудования, тралов и так далее. Есть также у нас правила по, скажем так, недопущению сброса загрязняющих веществ с судов. Поэтому проследить прямую связь между деятельностью этих судов и гибелью чомг я не могу, потому что я не занимаюсь этим вопросом. Да? Но, конечно же, эти факторы надо все учитывать. То есть необходимо проверять любую подобную информацию, тем более, что мы очень часто становимся свидетелями, как действительно корабли подходят близко к берегу. Мы до конца не знаем, они ведут в этот момент деятельность по добыче рыбы или нет. Это задача, конечно, инспекторов-экологов Государственного комитета. Любая деятельность, которую в Абхазии мы пытаемся развивать, которая создает рабочие места, приносит какой-то доход в бюджет, она полезна, потому что у нас действительно ограничены какие-то ресурсы к получению там, заработки денежных средств и так далее. Но это ни в коем случае не должно идти в ущемление каких-то наших экологических каких-то компонентов, потому что это все, скажем так, это залог нашего благополучного будущего, нашего образа жизни, нашей экологической благоприятной обстановки. Она и сейчас не очень, на самом деле, благоприятная. Мы сталкиваемся с очень многими проблемами. И можно долго говорить о том, что у нас все хорошо, но на самом деле мы просто закрываем на это глаза. И нужно любое принятие любых каких-то решений по добыче природных ресурсов, добыче каких-то полезных ископаемых, вообще любое воздействие на окружающую среду, оно должно идти с четким таким оценочным планом о последствиях на экологическую среду и о допустимости такого рода воздействия. То есть соотношение, опять-таки, экономики, экологии и, скажем так, уязвимых групп людей, которые социальные группы, которые получают с этого, может быть, какие-то доходы. Мы в этом году рекорд штрафов им написали. Сколько? И какие размеры штрафов? В основном это были выловы в запретной зоне. Больше 1 миллиона рублей. Больше 1 миллиона рублей это первый такой прецедент, будем так говорить, что вот такое. Но и кораблей было много. На самом деле было много кораблей. Было и около 43 единиц было, если не больше. Там подсчет у нас штаб рыбной путины ведет. Я поскольку утром получаю данные, сколько выловили. Но рыбы было много. На какое количество кораблей вы можете во время путины выдать разрешение? В этом году их было довольно много, вот до 50 единиц, да.
И больше этого ни в коем случае нельзя сюда кораблей. И это было слишком уж. И это было слишком уж. Потому что наша акватория не выдерживает такое количество рыболовецких синеров и такое количество... Там же еще и транспортники. Пару недель назад мы могли наблюдать, как побережье было Да, усыпано. да, сегодня их осталось уже где-то... Это очень раздражало Да, наше население. это раздражает население, но государство сегодня использует этот ресурс, биологический ресурс. Люди построили заводы, купили эту рыбу в воде у государства. Они выловили ее, переработали, и государство ведь должно что-то зарабатывать. Не для того, чтобы вот так просто им отдали. Это не во вред экологии. Это не во вред экологии, поэтому мы ставим свои цифры вот не более, допустим, 40 тысяч тонн. Я вам хочу такую вот статистику провести. Турецкая республика в это время года вылавливает до 300 тысяч тонн. И теперь сравните наши 45, ну пусть даже 52 тысячи тонн. Или соседняя республика Грузия 90-150 тысяч тонн. Если им позволить, они загонят сюда корабли и выловят, поверьте, больше, чем мы им разрешаем. Штрафов, конечно же, вообще в целом по нарушению природоохранного законодательства, она не соответствует тем потерям, которые мы можем получить в результате несанкционированных действий. Конечно, она должна быть пересматриваться, потому что нарушение, которое оценивается в несколько тысяч рублей, действительно может не ограничивать потенциального нарушителя. И система штрафов — это такой один из инструментов, конечно же, как можно бороться и влиять на эту ситуацию. Массового заболевания людей в период гибели диких птиц у берегов Абхазии не зафиксировано. Это хорошая новость. Но вирусы постоянно эволюционируют, напоминают специалисты. Поэтому людям стоит прислушаться к рекомендациям СЭС, а также соблюдать профилактические меры в отношении домашней птицы.